Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что за мужчина сделает шаг в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тут не просто шаг, тут он прям галопом ворвется в вашу жизнь. Мужчина. Как интересно. Так, ох, девочки, ох, мои хорошие, что с вами происходит? Давайте я начну, наверное, с вас. Здесь вас показывают очень уставшие, песочные часы пустые. Вот такое отношение к себе, да, вот ваше отношение, либо ваш взгляд на себя, что я так устала, все время одно и то же, все мужики какие-то никакие, никудышние, всех хороших разобрали, время идет, а я никак не могу устроить личную жизнь, либо не происходит ничего яркого, выдающегося в моей жизни, там чего-то не могу достичь, что-то не могу получить, а вам все не нравится, вас все не устраивает. Какой-то такой жуткий пессимизм у вас тут разыгрался. Прям совсем уже голову повесили, и почему-то считаете, что ваше время вышло. Что вот мое время вышло. Может быть, смотрите на других людей и думаете: о, все счастливые, все в семьях. И обидненько вам становится, да, что вы с неустроенной личной жизнью, либо в какой-то момент ваша личная жизнь свернула не туда. Очень такое состояние, вот мне не нравится ваше состояние. Я хочу взять карты и посмотреть, с чем оно связано. Что у вас там происходит? Почему вы так к себе не очень хорошо относитесь? Вот время вышло, ничего не получилось, ничего не хочу, уже ничего не будет. Вот если вы себя узнали, это ваша отсыпка. Если нет, то не ваша. Не тратьте время, переходите на другие видео, либо на другие каналы. А вот я сейчас хочу узнать, откуда у вас такое ужасное состояние, безверие, апатии. Откуда оно у вас? Что на вас так сильно влияет? Что влияет? Ну, нет близкого человека рядом, дом пустой. От кого-то вы что-то ждали, надеялись, да, а не получилось, совсем не получилось. Либо все пошло не так. Как нахлынуло все в один момент. Любви нет, пусто, в жизни пусто. Ни любви, ни страсти, ничего нет. Пустота сплошная. Хорошо, откуда у вас это состояние? Почему оно именно сейчас на вас напало, это состояние? Какой-то разговор у вас был. Разговор, который очень сильно на вас повлиял. Здесь вам как кто-то что-то прям такое сообщил, как тайну открыл. Когда серпом по причинному месту, Господи. Может, вас кто-то напугал, сказал вам какую-то ложную, подложную, неправдивую информацию, и вот у вас прям крышу снесло. Может быть, даже, знаете, случайным образом вы могли, ну, допустим, тут же на Ютубе посмотреть какое-нибудь там онлайн-гадание, где вам, например, напророчили одиночество, либо предсказали, что у вас венец безбрачия. И вы такая: о, ну все понятно, да, буду одна. Ну, бывает такое, бывает. Сейчас еще один момент хочу проверить. Ну да, вот как я и подумала. Вас обманули, вот, вас обманули. Вас обманули. С какой-то, кстати, коварной, лихой целью вас обманули.
Да, 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 вас обманули. Слушайте, хватит в пессимизм впадать, хватит тут плакать, стонать. Все хорошо у вас будет. Вот, смотрите, видите, на коне врывается. Он даже не сидит на этом коне, он стоит на коне. Врывается, девочки. Врывается мужчина в вашу жизнь. Кстати, мужчина хорош собой. Он явно обладает каким-то талантом. Может быть, он умеет играть на музыкальном инструменте, может быть, он умеет писать и декламировать стихи, может быть, он певец, да, у него есть дар петь. Ну, какой-то талантливый мужчина врывается. Мало того, судя по расположению рисунка, он прямо у вас в центральной части, центральной, это будет где-то к середине того срока, который вы сами себе загадали. Здесь у вас, кстати, молния с левой стороны. От какого-то человека вы молнию получите. Какую-то информацию об этом человеке получите, которая вас, несмотря на то, что это молния, но она вас порадует. Может быть, какой-то бывший, с кем не получилось, не сложилось, перебежчик, обманщик. Вот о нем, скорее всего, получите информацию, что у него там все очень-очень плохо. И вот сейчас он сидит, слезы льет. Потому что с вами так поступил, потому что час расплаты пришел. Вот получите вы такую информацию. Еще вы получите информацию, что кто-то где-то развелся, расстался. Может быть, какая-то идеальная парочка, на которую вы смотрели и думали, ну вот как, да, люди могут быть такими счастливыми. Вот как узнаете, что у них там скандалы, ссоры, они разводятся. Еще так подумаете, ничего себе. Да, вроде такие идеальные были. Но эта информация, она вам как... Ну, не то чтобы силы придает, но она вас успокаивает. То есть вы думаете, что да, не одна я такая, либо что вот мой обидчик наконец-таки отвечает. Отвечает за все, что мне причинил. Да, девятка перевернутая. Но явно вы этих людей вы всех знаете. Смотрите, мужчина, который ворвется в вашу жизнь, вас с этим мужчиной познакомит общий друг, либо общая подруга. Видите вот эту бодрую собачку, кстати, на шпица похожа? Вот эта собачка – это ваш общий друг, либо общий знакомый. Вас кто-то познакомит с этим мужчиной. Возможно, даже по его просьбе. Ну, допустим, мужчина вас увидел, влюбился, вдохновился и нашел общих знакомых, попросил, чтобы познакомили. А может быть, это будет случай, да, вы где-то будете находиться, либо где-то окажетесь, и встретите знакомого человека в сопровождении этого мужчины. И вот таким образом вы познакомитесь. Но он просто ворвется. Насколько ворвется? Он настолько ярко обрушится на вас с этими своими чувствами, с ухаживанием, с этой своей поэзией, да, в этой любовной лихорадке, что вы даже немножко как испугаетесь. Вы мне извините, но явно вы такая... Нет, ну я не против, но не в такой же степени, да, либо сбавьте обороты, мужчина, пожалуйста. Вот вижу, что вы даже в какой-то момент как пугаетесь и немножко от мужчины так отстраняетесь, отворачиваетесь. А он прям, смотрите, он настолько шустрый, он прям на вашу территорию заходит. Да, он такой говорит, нет, вы меня извините, но я влюбился, да, и я не дам вам никакой возможности от меня убежать. Да, интересный. Так, помимо того, что он творчески одаренный человек, да, я уже об этом сказала, этот мужчина любит все делать быстро. Быстро и от своего не отступает. Вот есть в нем такая черта, вот вижу цель, не вижу препятствий. Либо любой ценой, ни бытьем, так катаньем, да, я получаю то, что я хочу. Это не всегда хорошо. Иногда этот мужчина встревает в достаточно щекотливые ситуации. Но в вашем случае, наверное, это будет большим плюсом. Потому что так ярко, так настойчиво за вами еще никто никогда не ухаживал. Вот помяните мое слово. Еще раз говорю, вы даже от него устаете и закрываетесь. Говорите, ну я не готова к такому быстрому развитию событий. Хотя вас это тоже тешит. И мужчина вам, кстати, тоже понравится. Внешне понравится. Фигура понравится. Понравится, что он свободный. Понравится, что он в пределе. Может быть, он и не ловит звезд с неба, да, то есть там не миллиардер какой-нибудь, там не супербизнесмен, но он нормальный мужик,
с достаточным достатком, с правильными руками, да, обе, как говорится, правые, вот, работает, зарабатывает, неплохой. Вас очень прошлое его будет интересовать, а прошлое у него мутное, вот честно вам говорю, мутное. Мутное и непонятное, даже мне непонятное. Давайте на картах посмотрю, что у него там в прошлом, почему оно такое мутное. У него как жизнь в какой-то момент разделилась на до и после. Либо как будто бы он две жизни проживает. Вот эту, которую вы узнаете, и ту, которую он прожил и закрыл. Причем закрыл ото всех. Но мне так обычно показывают людей, которые либо большую трагедию в своей жизни пережили, ну, либо на волосинке от смерти были. Я думаю, что вы со временем, конечно, узнаете. Сейчас посмотрим, что карта покажет. Почему его прошлое такое мутное. Почему? Смотрите, тучи. Я же сказала мутное. Тучи показывают. Тучи, понимаете, закрывает. Закрывает. Да, где-то он свое прошлое бросил и поплыл к новым берегам. Не показывает мне, что там за муть у него. Не показывают. А вы обо всем этом узнаете, но только лишь со временем. Со временем он будет перед вами раскрываться, девочки. Со временем. Но узнаете. А ну-ка, есть ли там что-то очень страшное? Башня. Ну, либо больница, либо тюрьма, девочки. Вы меня простите, но буду с вами честна. Потому что башня — это либо больница, да, человек мог быть при смерти, но либо тюрьма, потому что закрытая башня. Вот. А хорошо, повлияет ли это прошлое на ваше будущее с ним? Нет. Вот, любовь идет, любовь. Ну, прекрасно, да? Не повлияет. Девчоночки, каждый в жизни может оступиться, плюс сплошь и рядом всякие подложные обвинения, да, человек не в том месте, не в то время, либо человек был в состоянии аффекта, ну все бывает, да, все бывает. И если человек оступился, его сразу за это вот козлить, винить, ну это неправильно. Знаете, как говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся, все под Богом ходим. Да, то есть такие вещи, ну, я, конечно, не призываю всех вас сейчас на зоны писать, искать себе мужчину. Это нет, конечно, нет. Но если сама судьба ведет, почему? Почему нет? И я не вижу, чтобы он был плохой. Наоборот, у него все хорошо, у него все замечательно. Он прям, смотрите, как мужчина с картинки. Идеальненький такой идет. Но мутное прошлое. Мутное прошлое. Вы все узнаете. От первой до последней буквы узнаете. Но со временем. Не сейчас, к сожалению. Вас, конечно, это будет беспокоить, волновать, но он не признается, либо не расколется, да, как там говорят, сразу не признается. Так, еще, что вы должны знать про этого мужчину? Имя мне здесь его не показали, но имя у него приятное. Вот на слух вам будет приятно и слышать, и произносить. Красивое, скорее всего. Вот на ваш вкус имя у него красивое. А может быть, вам всегда нравилось это мужское имя, и вот его так будут звать. Так, еще по поводу этого мужчины. У него есть своя крыша над головой, то есть жильем он обеспечен. У него достаточно много друзей, каких-то связей у него много, причем разноплановых, разношерстных. Он такой общительный человек. Общительный, уважаемый, интересный. И есть еще какая-то женщина, которая за ним ходит. Ну, как глаз на него положила. Претендует на него. Вот, правильно сказать так, претендует на него. Но он к ней относится, ну, как к подруге, как к сестре, как к знакомому лицу. Не знаю, ничего нету. Ничего у него к ней нету. А вот у нее на него серьезные планы. Девчонки, пусть вас эта женщина не останавливает, и вы на нее внимания не обращаете. Просто не обращайте. Вот. Там ничего у них не было и никогда не будет. Вообще не в его вкусе. А вот вы очень в его вкусе. Вы ему очень либо уже понравились, да, либо еще понравитесь. Опять же, как я говорила, возможно, мужчина уже вас видел и ищет посредника, который бы вас познакомил с ним.
Вообще, мне кажется, что это где-то будет вот на улице, на природе, может быть, даже у кого-то, не знаю, в гостях, ну вот дача, да, вот что-то мне природа идет. Природа. Будет очень теплый и светлый день. Солнце будет яркое. Либо, знаете, вот тепло, приятно, и солнышко будет показываться, вот как яркость солнечная мне идет. Он вас увидит, как в этой в ореоле таком светящемся. С его стороны, как любовь с первого взгляда идет. А с вашей вот очень приятное знакомство идет. Очень приятное. Так, что вы еще должны знать? У вас помимо этого мужчины, вот смотрите, в вашу жизнь приходит этот мужчина, знакомство происходит. У вас еще какие-то дела начнут решаться. Дела, что-то затянувшееся начнет решаться. И вы прям параллель проведете, что вот одно положительное событие за собой притащило еще одно положительное событие. Ну, для вас это как знак будет. Как знак, что мужчина непростой, он как и удачу в вашу жизнь несет. И вот меняет вашу жизнь. Он вам почему-то сходу сразу какую-то помощь будет предлагать. Помощь либо защиту. Он с собой везет щит и меч. То есть помощь, защита. Вот. А вы, пожалуйста, не стесняйтесь, эту помощь и защиту принимайте. Тем более он взамен ничего не просит. Ничего. Ну такой, знаете, джентльмен с большой буквы. Джентльмен. Вот сразу, вот, да, ты моя дама сердца, да, буду тебя защищать и оберегать. Так, еще важный момент, про который я должна сказать. Какой-то вашей подруге он категорически не понравится. Здесь сразу, знаете, громко заквакает жаба. Таким противным кваканьем. Да, подружка явно позавидует, подружка явно будет не в восторге. Как увидит, что у вас глазки светятся, как поймет, что мужчинка в вас влюбился, так сразу вот эта ее скрытая жаба и начнет квакать. Вот. В принципе, я не могу сказать, что она прям плохая, но завистливая. Для вас это тоже очень такой серьезный сигнальчик. Так, загаданный вами срок. У вас, смотрите, там общение начинается, свидания, встречи, общение, там, созвоны, переписочка. Ну, такая прям жара пойдет. Жара. Я же говорю, он вас в покое не оставляет, он будет вас добиваться. Загаданный срок я вижу прям и знакомство, и активный процесс ухаживания. Вот. А что будет дальше, будем смотреть в других отсыпочках. Я вас, мои девочки, поздравляю. Вот за это еще раз хочу вас поругать. Ничего, ваше время не вышло. Ваше время еще просто не настало. Вы говорите, вышло, не так, не настало. Вот. И хватит вот этого пессимизма. Вы либо фильм какой-нибудь смешной посмотрите, либо уделите себе время, собой позанимайтесь. Да, вот этого не надо. Я устала, ничего не будет. И не слушайте всяких дураков. Когда вам говорят про какую-то порчу и венцы безбрачия, вот серьезно говорю, посылайте сразу куда подальше. Куда подальше. Это неправда, это не про вас. С вас просто либо денег хотят взять, либо на вас произвести впечатление. Ничего на вас нету. Вон, смотрите, какой шикарный мужчина. Врывается, да, на коне. На коне не сидит, а аж стоит. Весь такой он с арфой, да, будет поэзию в вашу сторону толкать. Ну, ничего подобного. Нет никакой порчи, нет никакого венца безбрачия. Тем более, смотрите, здесь про обидчика новости придут, да, что ему приходится не сладко, но бумеранг долетел. Мои хорошие, на этом у меня все. В следующих отсыпках, может, чуть попозже я сделаю на продолжение вашей истории. Посмотрим, что там у вас получится, что из этого всего выйдет. Берегите себя, поменьше пасмурных мыслей, да, приходите в себя, жизнь только лишь начинается, все будет хорошо. Спасибо за внимание, всем пока-пока.